ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное за эту неделю. Погибших обнаружили, тело еще одного горняка подняли на поверхность. Слухи опровергли, в Ухте нет заболевших страшным вирусом. Один из первых: в Ухте могут закрыть старейшее учебное заведение среднего образования. Чемпион на родине. Как горожане встретили Дмитрия Алиева. Первый пошел. В местном роддоме открыли обновленный зал выписки. Смотрите прямо сейчас. Одно из старейших образовательных учреждений города под угрозой закрытия. Вчера на своей странице в соцсети депутат Госсовета, представляющий Ухту, Игорь Шиманский, опубликовал пост, что по имеющейся у него информации Петербургский госуниверситет путей сообщения хочет отменить набор обучающихся в Ухтинский железнодорожный техникум на 2020-2021 учебный год. В 2009 году заведение вошло в состав крупного вуза, и вот в 2020 стало известно, что для него ухтинский филиал не особо рентабелен. О перспективе закрытия вуз уведомил сам техникум в письме. Так как учебное заведение фактически не подведомственно Министерству образования Коми, для всей республики это стало довольно неожиданной и неприятной новостью. Теперь ситуацию вплотную занялся комитет по соцполитике Госсовета Коми. Идут переговоры с РЖД. Вот что мы попросили сделать Ярославскую железную северную дорогу. Обратиться с официальным письмом, в котором бы мы высказали свою позицию путем проведения таких экспертных встреч и проработки, этого вопроса. Потому что сейчас пока мы собираем, условно говоря, такие, выхватываем эту информацию из разных переписок, ведомственных переписок. Мы сегодня, по сути, даже в процесс официально не включены. Если говорить конкретно по Государственному совету и Комитету по социальной политике, мы озабочены этой ситуацией, и вот этот оголтелый путь оптимизации, конечно, должен быть, пресечен. Тревогу, как отмечает Сергей Артеев, забили именно депутаты Госсовета от Ухты Игорь Шиманский и Екатерина Руденко. Теперь Госсовет Коми ищет пути решения этой проблемы. Одним из вариантов может стать вывод учебного заведения из состава питерского вуза. Но для этого нужно как минимум укрепить материально-техническую базу. Напомним, ЖД-техникум существует уже 75 лет. Был создан для подготовки железнодорожных рабочих во время Великой Отечественной войны. На 1 января 2019 года в техникуме обучалось 337 студентов очного и 256 студентов заочного отделения. Также в учреждении трудоустроено 30 преподавателей. В Ухту приехал фигурист Дмитрий Алиев. Совсем недавно прославленный уроженец нашего города стал чемпионом Европы. Поэтому встречали его в родном аэропорту как настоящего героя. Помимо фанатов, начинающих фигуристов и, конечно же, родителей, среди пришедших была и первый тренер чемпиона. Лидия Родионова со слезами на глазах рассказывала о своем ученике. Он пришел тренироваться к ней 15 лет назад, будучи 5-летним малышом. Но уже тогда в маленьком спортсмене был виден чемпионский потенциал. Он добился все своим трудом. Конечно, трудяжка, с детских лет его помню, трудился, не покладая сил. Мог через 15 минут первой тренировки пойти на вторую и все сделать. Он мог и между тренировками и пошалить, и пошутить, и анекдоты рассказать, и с ребятами пообщаться, и с тренером. Вообще, что хочу отметить, Дима чемпион Европы, но он корону не одевает, что мне очень нравится в нем. После встречи с хлебом и солью Дмитрий, несмотря на усталость, перед перелетом в родную Ухту он выступал в шоу Илья Вербуха, встретился с мэром Ухты Магомедом Османовым. На встрече он рассказал о сложностях подготовки к европейским соревнованиям, а также поделился, что к чемпионату мира, который пройдет в Канаде, несмотря на хорошие тренировочные условия в России, поедет готовиться за границу, скорее всего туда, где часовой пояс совпадает с Монреалем. Именно там пройдут следующие старты фигуриста. Хотя, как отметил спортсмен, условия судьбоносной роли не играют. Меня спросили такой вопрос на чемпионате Европы. Там же каток не совсем был хороший, там шатер и так далее. Холодно было. Спросили,
Дмитрий, как вам вообще условия, обстановка? Ну, я говорю, что захочет человек стать чемпионом Европы, захочет этот титул, ну, неважно, где он будет кататься. И Дмитрий Алиев знает, о чем говорит, ведь начинал он свои тренировки здесь, в Ухте, на открытом льду озера. Но несмотря на то, что уже 7 лет тренируется в отличных условиях, оказаться дома очень рад. Я дома, усталость, но сейчас с семьей разрядим обстановку. Я очень сильно скучал по родителям. Самое основное, что я здесь хочу сделать, это получить паспорт новый, иначе бы я сюда не приехал. Вот, и побыть рядом с семьей. Поэтому следующим пунктом в ухтинском маршруте спортсмена стал паспортный стол, где ему вручили новый загранпаспорт. В предыдущем попросту закончилось место для штампов. Уже завтра, 5 февраля, прославленный ухтинец улетит обратно. Впереди небольшой тур в ледовом шоу и активная подготовка к чемпионату мира, который состоится в конце марта. За то время, что фигурист будет дома, он хочет отдохнуть и пообщаться с семьей. Как отмечает чемпион Европы, редкие встречи с родителями – самая большая сложность в карьере фигуриста. Уроженцу Инты, проживающему в Ухте, грозит крупный штраф или реальный срок за склад с нелицензированным алкоголем. Информацию опубликовали на официальном сайте МВД Коми. В релизе говорится о том, что факт незаконного хранения немаркированной продукции выявил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе проверки силовики обнаружили, что подозреваемый, не имея лицензии, приобрел и в последующем хранил алкогольную продукцию в ангаре на территории города. Сотрудники МВД изъяли 1400 бутылок, стоимость которых, согласно приказу Минфина России об установлении цен на крепкий алкоголь, составила 267 тысяч рублей, что является крупным размером. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции части 1 этой статьи – штраф до 3 миллионов рублей, принудительная работа сроком до 3 лет или лишение свободы на этот же срок. Она мирно сопит в нарядном розовом конверте на руках отца, не замечая вспышки фотокамер и речи серьезных мужчин в костюмах. Марьяна Бойко, которая появилась на свет 1 февраля, пока не знает, что стала частью истории своего родного города. Да, мы нисколько не преувеличиваем, ведь эта малышка первая, кого выписывают в красивом обновленном интерьере выписного отделения Ухтинского роддома. Все, кто бывал тут раньше, просто не могут не удивиться трансформации. Подсвеченное панно с могучим деревом, белые аисты на стенах и малышка Марьяна, которая, будучи взрослой, сможет посмотреть на красивые фото со своей выписки. Все это результат сотрудничества республики с одним из градообразующих предприятий. И сам забирал сына из роддома. Может быть, тогда созрела эта мысль. И укрепился, наверное, в этой мысли, что что-то у нас не так. В родильном доме у нас работает великолепная команда врачей. И есть востребованность в данном учреждении, потому что он действительно на несколько территорий. Да, порадоваться красивому выписному залу смогут не только молодые родители Ухты, но и семьи еще 4 северных районов Коми. Но обновленный интерьер – лишь видимая часть масштабной работы. В помещении площадью 130 квадратных метров полностью заменили все инженерные сети, сделали перепланировку и установили новые двери и окна. Не только красиво, но и безопасно и функционально. Активная фаза работ была начата примерно 3 месяца назад. До этого шло проектирование. Как вы видите, сделано выписное помещение, выполнено крыльцо. Единственная сложность, которая здесь была, по крыльцу работы выполнялись в зимний период. Да, это было сопряжено с определенными трудностями. Весной мы продолжим некоторые работы по входной группе. Небольшое будет выполнено благоустройство. Ремонт продолжается дальше. Сейчас идут активные работы по установке наружного перехода между корпусами. Передвижение по подвалу скоро канет в лету. Также обновят приемный покой основного корпуса, заменят 2 грузовых лифта в пристройке. Полностью работу тут планируют завершить к концу лета.
Минздрав Коми опроверг слухи о зараженных коронавирусом в Ухте. Такая информация стала появляться в соцсетях. Якобы в инфекционном отделении Ухтинской горбольницы лежит женщина, у которой была выявлена болезнь. Но факт тщательно скрывают от населения. Министерство здравоохранения объявило, что опасное заболевание не зафиксировано ни в Ухте, ни во всей республике. Также 6 февраля Роспотребнадзор опубликовал информацию о том, что в Коми под наблюдением находятся 14 человек, вернувшихся из Китая. 11 из них проживают в столице региона, 2 в Ухте и 1 в Воркуте. Но ни у одного из них нет симптомов. Медики будут наблюдать за ними до 17 февраля. В случае обнаружения у кого-либо из них коронавирусной инфекции человека направят в Сыктывкар или Воркуту. Именно там подготовлено 70 отделений с боксами для содержания заболевших. В Ухте таких условий нет. Напомним, впервые о заболевании заговорили в конце декабря прошлого года, после вспышки пневмонии в китайском Ухане, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса. На сегодня в мире зарегистрировано 31 485 зараженных, 638 человек погибло, 1588 выздоровело. Тела обоих горняков, пропавших во время возгорания на шахте «Эригонефть», обнаружены. Через несколько дней после чрезвычайного происшествия пропавших шахтеров по суду признали погибшими. После возникшего пожара шахта была затоплена. Теперь, спустя 2 месяца, тела обоих мужчин подняли на поверхность. 28 января был найден Кирилл Яруков, 31 января Артем Изварин. Трупы обнаружили в ходе ликвидации последствий произошедшего. Теперь останки горняков переданы на необходимые судебные экспертизы для установления причин смерти. После возгорания на шахте и гибели 2 рабочих предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Согласно санкциям статьи, виновному в ЧП грозит до 7 лет лишения свободы.